Подготовка к хадж-миссии 2025 года официально стартовала. В комитете уже начали принимать документы от желающих совершить паломничество в святые места Мекки и Медины в следующем году. Министерство хаджа Королевства Саудовской Аравии обязало страны начать подготовку заранее, чтобы не возникали проблемы перед долгожданной поездкой. Сотрудники комитета по хаджу Ингушетии отмечают, чем раньше составляются списки, тем легче забронировать гостиницы, организовать прямые рейсы и не только. Условия для наших хаджи будут такими же комфортными, как и в последние годы. У нас есть два рейса, два тура, можно сказать. Один прямой рейс, стандарт. Это, иншаллах, с позволением Аллаха, будут прямой рейс с нашего аэропорта, аэропорт Магас, в Медину, в лучезарную Медину, иншаллах. И есть комбинированный рейс, это уже с минеральных вод. Паломник сначала на самолете, паломники будут добираться до Дубая, и с Дубая уже на автобусах им придется добираться до Королевства Саудовской Аравии. Это чуть посложнее, чуть потруднее. Прямой тур из аэропорта Магас в прошлом году стоил $5500. В связи с подорожанием брони гостиниц и ряда сопутствующих условий в следующем году цена немного поднимется и будет стоить $5600. А комбинированный рейс эконом обойдется в $4900. Наших паломников будут сопровождать опытные руководители, которые полностью расскажут о значимости хаджа, объяснят хронологию совершения обрядов и будут сопровождать на всем пути туда и обратно. В Медине наши паломники проведут 3 дня. Там они посетят могилу нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, посетят ряд других зияратов, места, где были сражения, досточтимые мечети. Вот таких ряда зияратов они тоже увидят. И по окончании этих 3 дней, уже подготовившись к совершению хаджа, к обряду хаджа, наши паломники уже поедут в Мекку, и до окончания всех обрядов, включающих хадж, они будут находиться Уже там. сейчас ведутся переговоры, чтобы гостиницы, в которых будут останавливаться наши паломники, были в шаговой доступности от святых мест. Для Ингушетии выделена квота на 1300 человек. Сотрудники комитета по хаджу разъясняют, квота – это не бесплатные места для совершения хаджа, а количество людей, которых разрешено взять в поездку. Традиционно в рамках переговоров удается выделить дополнительную квоту. Что касается документов, их важно собрать строго по списку. Это заграничный паспорт биометрический, то есть 10-летний. Это обязательно должен быть 10-летним. 5-летним паспортом в течение года паломник может выезжать на умру. Нужны фотографии 3×4, цветные, сделанные на белом фоне, российский паспорт и, естественно, оплату, какой тур он хочет выбрать, либо прямым рейсом, либо комбинированным. Комитет по хаджу располагается в городе Магас по улице Мачхо-Базуркина, 10, рядом с центральной мечетью столицы. Центр работает каждый день, кроме воскресенья с 9 утра до 18 часов вечера. Телефон для справок 8 928 791 05 20. Рина Цычоева, Акрамат Асхоев, Магас 24.